Дорогие друзья, сегодня мы с детьми, со многими детьми, приходится нам сидеть дома во время вот этой пандемии. Мы в закрытом пространстве, сидим дома. Чем заняться? С детьми можно заняться творчеством. У меня в руках вот такой вот рисунок, который, в общем-то, по плечу будет любому, взрослому тем более, да, и ребенку. И взрослый с ребенком может нарисовать такую вот интересную картинку, называется «Зимние узоры». Сейчас у нас последний месяц зимы, будем прощаться наконец-то с нашей матушкой зимой, встречать весну. Ну а пока снежок еще у нас лежит за окном, пока еще морозы крепкие стучат, последние, надеемся. Но вот долгими зимними вечерами, да и днями можно заняться творчеством со своим ребенком. Вот такой рисунок у нас в итоге должен получиться. И какова последовательность вот этого простого рисунка должна быть, мне покажет вот на примере, я буду испытуемый ученик нашего учителя, и нам сегодня покажет педагог дополнительного образования по изобразительному искусству Виктор Валерьевич Никифоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем? Да, давайте начнем. Какая будет последовательность? Усаживаемся. Сегодня мы с вами будем рисовать на тему «Зимние узоры», можно сказать, «Зимняя сказка». Итак, рисунок у нас будет простой, несложный. Детям, чтобы во время дистанционного занятия, сейчас занятие длится 30 минут, да? И поэтому вот на 30 минут мы должны успеть делать простой, интересный рисунок на тему «Зимние узоры». На готовом картоне, да, будем рисовать. Картон должен быть матовый, не глянцевый. Или на картоне, или на цветной бумаге. Цвет желательно темный, вот холодный цвета, фиолетовый, синий, да, можно. Темный цвет. Сейчас вот зимнее время, да, года, поэтому быстро вечереет, быстро темнеет, поэтому вот темный фон берем. Итак, вот берем для белую краску, да, гуашь. Будем рисовать гуашью, кисточки. Так. Кисточки средние, да, берем, сначала замачиваем. Да, у нас обязательно должна быть баночка с водой. Да, проливайка с водой. И краской перед началом занятия краски все открываем. То есть у нас цвета, вот здесь мы выбрали только белый и желтый, да, в данном цвет. случае. Ага, да. Все. Итак, начнем, да? Начнем. Так. Берем кисточку. Здесь нам сегодня понадобится желательно набор кисточек, да? И тонкие, и средние кисточки нам понадобятся. Так, берем белый цвет. Так, немножко можно? Да, можно. Замачиваем. Так, да. И дугообразную линию вот так проводим. Дугообразную форму. И с одной стороны тоже. Это у нас как бы сугроб будет. Так. Теперь посередине проводим. Ну и еще можно вот здесь. Так, что-то у меня сугроб куда-то не туда поехал. Все нормально. И еще можно, и да? еще там, поменьше можно делать. Так. Я повторяю за вами. Теперь кисточки мы положили на проливайку.
Теперь нам понадобятся тоненькие кисточки. Мгм. Так, берем чуть-чуть А кисточки потоньше кисточки. можно вот да, эту, да, да? вот это вот. Вот. должны быть, они как бы из натурального, да, как бы Да. меха? Желательно натурального. Вот. Это у нас синтетика. Это синтетика, да? Да, синтетика. Но она вот, смотрите, она такая, похожа вот на натуральную. Мгм. Так, и теперь тоже белой краской. Берем. И так, вот здесь мы делаем, пока высыхает, да, мы вот здесь делаем домик, да? Домик? Ага. Такой, ну, один домик хватит. Так, домик в деревне. Мгм. Можно представить себе свой родовой домик где-то, да? В своей деревне. Так, да? И мы должны нарисовать леса, то есть деревья. Так, и рисуем деревья вот такой формы, овальной формы, да? Кругленькой формы. И Ну, они покрыты снегом, да, да? да, сейчас зимнее время, да? Февраль, в лесу густой снег лежит. Включаем фантазию, вспоминаем прогулки свои по зимнему лесу, в парке у нас в городе. Треугольной формы. Елочка. Вот здесь с другой стороны тоже вот делаем деревья. А важно, чтобы, допустим, вот это все было очень тонко как-то сделано. У меня как-то получилось очень топорно и таким, ну как сказать, толстенький у меня. Да, да, пусть будет толще. Толще тоже хорошо. Нормально получилось. Ага. Прекрасно. Так, теперь вот здесь мы делаем вот такие веточки, да? Так, делаем. Проводим линии. Линии, да, вот проводим вот такие деревья. Вот. Внутри, вот то, что мы нарисовали, это овалы наши деревья. И мы рисуем внутри уже вот. Так, и во всех деревьях так делаем. Ну вот у вас как красиво это получается. А у вас много ребятишек занимается? Да, у меня по 2 смены. Первая смена, вторая смена. Занимаются, вот дети приходят. Ну, сейчас вот дистанционно же, поэтому дистанционное занятие. Так, очень им интересно заниматься творчеством. Ну, конечно. Так. Теперь, да? Ну, у меня как у 5-летнего ребенка все получилось. Но я не умею рисовать, поэтому Так, кисточку так промываем. промываем и так. Давайте будем делать. Ой, а что-то я не могу до водички добраться. У вас здесь тоже есть. Да. Так. Какого цвета? А вот эту палитру мы будем использовать, нет? Да, будем. Так. Можно, да? Далее, что мы Так, будем теперь использовать? Синюю краску, да? Нам, забыл, вот у меня синюю вот краску, вот замачиваем, да? Здесь. И вот здесь мы делаем. Сейчас у нас вот высохла, да? Вот овальная форма, да? И мы теперь вот здесь делаем вот такие орнаменты.
Вот тут у нас синяя краска есть. Синей краской овальной формы. На Вот так. наших вот сугробах, да? Да, на сугробах. Вот так делаем, рисуем. Так, дальше идем и синей краской вот. Теперь Так, и узоры рисуем. узор, да? ага, вот так овальной такой формы, да? И вот с другой стороны вот будем делать вот такой орнамент, узор. Треугольной формы. А, треугольная форма уже, да? Ну, узоры бывают разные, да? Онлайн Вал- ребятам нравится заниматься? Да, очень нравится. Все подключаются, все ждут занятия. И все И, рисуют, да? да, и если некоторые дети, которые не смогли подключиться, да, вот с временем, например, вот не будет хватать, тогда на вторую смену там, Могут подключают, попробовать, да? могут подключаться. И Получилось. еще вот так, вот такую линию. Ну, узоры разные, да, делаем. Ну, сейчас у нас тема же зимний узор, да, тема, поэтому вот много разных видов конкурса сейчас идут, всероссийские, международные, да, на тему зимний конкурс, на зимние темы, на зимние узоры есть, да, конкурсы. И можно даже поучаствовать. Да, можно поучаствовать вот так, просто и легко рисовать, и главное, чтобы интересно было рисунок, да. И между вот, теперь делаем вот такие вот точки, да. То есть вот там, где мы нарисовали, мы ставим просто Да, да, точечки. По точки. одной точечке, да? По одной точечке. А с какого времени можно заниматься ребенку вот рисованием? То есть возраст, да? Ну, у меня ходит 6 лет. 6 лет и до 12 лет в основном дети ходят. А потом? А потом они выбирают, ну, те, кто хочет еще оставаться, да, например, уже творчеством, Дальше идут, да? дальше занимаются, это уже индивидуальное занятие будет. Ну, это чисто вот для ребятишек, которые, допустим, которым 5 лет, да? Да, Дошкольного 6 лет, ну, возраста. для начальных классов, да. То есть вот этот рисунок им как раз будет. Это несложно, даже я справляюсь. Никогда не держала кисточку в руках. Ну, может Вообще-то быть, вот, в детском саду например, вот вспомнила. Так, так, теперь кисточкой тоже сполоснули. промываем. Пусть пока всыхается. И так, теперь верхнюю часть делаем. Тоже. То есть у нас Давай. получилось, так сказать, наш передний главный план, да? Да, да. Ага. Теперь на небо будем. На небе у нас всегда, конечно, когда вечереет, появляется луна, да? Вот так луну делаем. Это белой Краской. Ага. краской. Месяц у вас, да? Месяц. Вот. Так, да?
Готово. Мгм. Мгм. Так. И вот у нас же дом, дымовая труба же есть, да? Мгм. Мы делаем дым, как вот такой. Как будто Ветерок. ветерок, вот. Узорный вид. Вот так. Рисуем. Несколько, да? Ну, два вот, Вот такие волнистыми Завитушки. линиями, да? Ага. Мгм. Так. И теперь у нас все белое стало, да? Поэтому мы должны добавить другой цвет. Это у нас как бы относится к живописи, да? А живописи должны быть разные цвета, да? Много цветов. Поэтому мы сейчас будем использовать желтый цвет. Так, кисточку тоже сполоснули. И желтым цветом мы сейчас наверху делаем звездочки. Вот такие, типа звездочки. Крестики делаем. Можно крестики, да? Крестик вот так. Ну, Ух ты. вот так. По всему небу можно, да? Мгм. Ну, чтобы другие цвета тоже должны быть, да? Мгм. И так, если у нас... еще вот здесь окошко делаем, тоже желтый цвет. Как будто там свет Горит. горит. Ага. Мгм. И вот там сидит кто-то у печки. Мгм. Так, теперь кисточки. Поменяем, берем. Так, среднюю кисточку, да? Тоже желтый цвет берем. Мгм. Средняя кисточка это вот это вот? Вот это? Да, который вот мы сугроб делали, да? Ага. И вот над сугробом тоже проводим вот линии вот так. Дугообразную линию. Вот. Прям на сугробе? Да, над сугробом. Под сугробом. Под сугробом, то есть. Мгм. Под сугробом. Ну, чтобы красиво было. Мгм. Вот. Так. И у нас получится вот такая чудная картинка, да? А Так. вообще вот интересно, вот по вашим наблюдениям, наши дети вообще все творческие же, да? Ну вот северные дети наши. Да. Ага. Очень хорошие фантазии есть, хорошо идеи есть, рисуют. да. У них даже учителю даже дают, да, и свои идеи, да, интересные. Ну, например, вот в развитых странах, например, в Японии, в Австралии, урок рисования идет с 1 класса по 11 класс, как обязательный предмет. У них проводится и каждый день почти. То есть это И поэтому, рисование. да, урок рисования, они очень развитые по дизайну, по архитектуре, да. Ну а поскольку у нас в школах этого нет, то есть У нас это в школе, задача родителей, да? Развивать своих деток. Поэтому дети побольше, почаще должны заниматься вот творчеством. Именно рисовать. Рисовать, лепка. Музыкальные инструменты, да? Развивает моторику руки. Ну, а соответственно и всякие, мышление. да, мышление, воображение. Мгм. Так, и на... Пространственное какое-то мышление, да? Это еще не... Пусть пока высыхает, да, вот этот желтый цвет. Теперь мы Луну тоже немножко Украсим. делаем.
узор, да, вот такой. Ну, вот такой вид можно делать, да? Сейчас то есть синий, да? Синий можно делать. Добавим. Ну, сейчас оформляем, украшаем. Так. Ну, синий Можно вот как-то так вот не делать. получится, потому что у нас же все-таки фиолетовый фон, да? Мгм. Темноватое, что-то луна-то получилось. Ой, ну у Так, меня можно- просто закрасилась луна. Между ними тоже вот точки делать. То есть немножко с белым как-то. Так, ну и дети, когда уже понимают, да, что нужно рисовать, что нужно делать, потом сами начинают украшать, оформлять, делать еще дополнительные узоры. Например, можно делать и на деревьях, да, вот так. Вот так нужно провести. Так, да? И вот здесь тоже нужно делать вот такие волнистые вот узоры на деревьях. У них тоже включается как бы свои идеи, как лучше делать. Как лучше украсить, да, свой как, рисунок? чтобы понравилось своим родителям, своим И друзьям. главное самому, да? Да, рисунок, который сделан своими мыслями, своими идеями. Теперь вот желтенький цвет у нас немножко высохло, да? Так, берем белый цвет, да? Ага. Белым цветом тоже делаем вот узоры вот на желтом цвете. Вот так. Белые, да, Да, да. получается, у нас узоры? Белые, теперь белые узоры. И на последнем этапе, так, кисточку вот Промыть. промываем и белой краской повсюду делаем вот такие точки, как будто падает снег. Беленькие точки. Да, белые точки. Ух ты. И у нас получился зимний Вечер. вечер в лесу, в деревне. Дорогие друзья, у нас получился вот такой вот интересный мастер-класс от нашего художника Виктора Валерьевича по занятиям со своими детьми. Сейчас в эту пору можно, когда вы сидите дома, заняться творчеством. И заниматься этим, Виктор Валерьевич, наверняка нужно почаще, да? Чтобы развивать своих детей. Потому что действительно это очень-очень развивает творческие способности вашего ребенка. Оставайтесь с нами интересно.